конце 80-х годов прошлого века в Татарской АССР, в регионах России и в союзных республиках СССР, а также в зарубежных странах появились многочисленные культурно-просветительские и общественно-политические национальные организации, культурные центры, добровольные общества татар. Принятие Государственной Думы Российской Федерации в 1996 году Федерального закона о национально-культурных автономиях открыло новые возможности для решения этнических проблем народов страны и обеспечения мира, стабильности, межнационального согласия в постсоветском обществе. Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар», учредительная конференция которой состоялась 20 мая 1998 года, зарегистрирована в сентябре того же года в Министерстве юстиции Российской Федерации. Совет ФНКАТ представляет интересы татар Российской Федерации, второго по численности этнического сообщества страны. От имени российских татар федеральная автономия взаимодействует с органами федеральной и региональной власти, координирует работу национально-культурных автономий, оказывает правовую, методическую, экспертно-консультативную помощь региональным и местным национально-культурным автономиям, другим татарским общественным и культурно-просветительским структурам. Выполняя функции, предусмотренные Законом Российской Федерации о национально-культурных автономиях и Уставом ФНКАТ, Совет Федеральной национально-культурной автономии татар координирует этнокультурные организации татарского населения российских регионов. Первым председателем Совета ФНКАТ в мае 1998 года был избран академик Академии наук Татарстана Индус Ризакович Тагиров. Будучи авторитетным специалистом по истории 20 века и культурно-национальному развитию народов России, Тагиров инициировал разработку программных документов татарского этнокультурного сообщества, координировал действия по созданию механизма сотрудничества органов власти и общественных организаций в целях укрепления единства и согласия многонационального народа России. В июне 1999 года между Кабинетом министров Республики Татарстан и Советом Федеральной национально-культурной автономии татар было подписано соглашение о принципах взаимодействия в работе с регионами компактного проживания татар в области экономики, науки и культуры. В августе 2002 года прошла вторая отчетно-выборная конференция ФНКАТ, на которой председателем Совета был избран журналист и общественный деятель Ремзиль Салихович Валеев. В 2004 году в составе Совета было 16 региональных национально-культурных автономий. К 2007 году были организованы и зарегистрированы еще 9 региональных татарских национально-культурных автономий, которые сумели наладить конструктивные деловые связи как с большинством национальных организаций татар и других народов, так и органами власти управления культурно-образовательными учреждениями. Главным результатом деятельности федеральной автономии с 2002 по 2007 годы стало реальное становление структуры, опирающейся на Конституцию России и на федеральные законы, которые создают условия для укрепления единства российского сообщества в условиях сохранения национальной самобытности и родного языка. Решая сложные задачи развития национальной культуры более 5,5 миллионов российских татар, федеральная автономия доказала возможность удовлетворения национальных запросов татар в режиме укрепления единства российской гражданской нации. 24 марта 2007 года прошла третья конференция ФНКАТ с участием делегатов всех региональных национально-культурных автономий татар и представителей ведомств и учреждений, курирующих вопросы национальной политики. Председателем Совета ФНКАТ был избран депутат Государственной Думы Российской Федерации Гильмуддинов Ильдар Ирикович. На сегодняшний день в состав федеральной автономии входит 38 региональных и 8 местных национально-культурных автономий татар из 46 субъектов России. Федеральная автономия постоянно осуществляет организационно-юридическую, методическую, финансовую поддержку инициатив по созданию и работе региональных и местных автономий в Российской Федерации. За эти годы национальные автономии татар стали центрами татарской культуры в регионах. Члены Совета ФНКАТ — это авторитетные люди. Среди них есть члены законодательных собраний, видные бизнесмены и общественные деятели. Руководители автономий татар входят в состав советов по межнациональным отношениям в своих регионах, а председатель Совета Федеральной автономии входит в состав Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей. За последние годы федеральной автономии татар удалось структурировать и привести к системе свою работу. Регулярно проходят заседания Совета ФНКАТ, конференции, форумы. Деятельность федеральной автономии направлена на решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, установления и поддержка культурных связей с татарами в Российской Федерации. В своей работе тесно взаимодействует и сотрудничает с Министерством культуры, Министерством образования и науки, Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, национально-культурными центрами и образовательными учреждениями регионов. На федеральном уровне с Федеральным агентством по делам национальностей. Важным направлением деятельности Федерально-национальной культурной автономии татар стало проведение выездных заседаний в различных регионах России, на которых были рассмотрены
рассмотрены не только научные задачи национального и культурного развития татарского населения регионов, но и изучены опыт взаимодействия государственных органов власти с татарской общественностью. В 2013 году в рамках обучающего семинара руководители региональных автономий посетили Республику Марий-Эл и стали участниками первого грантового проекта — республиканский фестиваль-конкурс татарских фольклорных коллективов «Халкым Мирасы». В мае 2014 года региональная автономия Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности и результативности деятельности национально-культурных автономий провела конференцию «Институт национально-культурной автономии в национальной политике современной России», в которой приняли участие руководители других татарских автономий из регионов России. В декабре 2015 года прошел обучающий семинар по проектной деятельности. Мероприятие было проведено совместно с молодежным центром «Идель» на базе лагеря «Волга». Посредством семинара была создана возможность собрать поколение взрослых представителей национально-культурных автономий и молодежных организаций. А в ноябре 2016 года в Москве был проведен обучающий семинар по реализации этнокультурных проектов и эффективной бесконфликтной коммуникации. В рамках программы выступали директоры Института социологии Российской академии наук. Состоялась встреча с председателем Совета Ассамблеи народов России, начальником Совета по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей. Руководители автономии стали участниками торжественного мероприятия по случаю 70-летия народного артиста Татарстан и России Рената Ибрагимова. Осенью 2017 года в целях повышения эффективности деятельности национально-культурных автономий, обмена опытом, установления сотруднических отношений прошел обучающий семинар в Республике Крым. В рамках обучающего семинара были проведены образовательные, деловые, культурные и экскурсионные мероприятия. С 30 мая по 1 июня 2018 года в городе Нижний Новгород проходило заседание Совета ФНК, посвященное вопросам работы школ и детских садов с татарским этнокультурным компонентом в регионах Российской Федерации. В рамках данного мероприятия обсудили вопросы развития национального образования, использования инновационного подхода в преподавании родного татарского языка и литературы в Нижегородской области. Осенью 2018 года в Москве прошел форум национально-культурной автономии России в развитии межэтнического диалога и гражданского согласия с участием руководителей и актива федеральных национально-культурных автономий народов России, руководителей региональных и местных национальных культурных автономий татар и молодежный актив национальных автономий. В октябре 2019 года руководители и активисты региональных татарских автономий приняли участие во Всероссийском форуме национального единства, проходившем в Перми. В рамках данного мероприятия состоялись конкурс лидеров НКО, а также поездка в Бардымский район. В конце 2021 года в городе Москва прошел обучающий семинар и заключительный этап конкурса проектов региональных и местных автономий татар «Уныш». Всего в заключительном мероприятии приняло участие 88 человек из 36 регионов России. Для участников семинара была подготовлена насыщенная образовательная программа, лекции, интерактивы, дискуссии и встречи с экспертами в области социокультурного проектирования. Были подведены итоги конкурса проектов «Уныш». 5 автономий получили денежные сертификаты. Среди них региональные национально-культурные автономии Республики Башкортостан, Удмуртской республики, Кемеровской, Омской областей и Пермского края. С 30 сентября по 2 октября 2002 года в городе Санкт-Петербурге проведен масштабный обучающий семинар по эффективной бесконфликтной коммуникации. В мероприятии приняли участие руководители и актив национально-культурных автономий татар из 36 регионов России. Всего в данном мероприятии приняло участие 95 человек. Семинар проводился в целях аккумулировать и распространить положительный опыт деятельности национально-культурных автономий в регионах России и повысить уровень профессиональных компетенций руководителей и актива национально-культурных автономий. В 2002 году были организованы и проведены несколько конференций в Чувашской республике, Республике Бурятия, Рязанской, Свердловской и Тюменской областях по теме «Многообразие традиций народов Российской Федерации как культурно-историческое богатство регионов». Проведенные конференции стали ярким событием конца года, собравшие большой круг участников из самых разнообразных слоев общества. ФНК активно поддерживает различные молодежные проекты и совместно с молодежным центром «Идель» Министерство по делам молодежи Республики Татарстан ежегодно проводит Дни татарской молодежи, фестиваль тюркской молодежи, школа блогера «Заман», профильные смены детского языкового лагеря «Мелиттебес Хазинеларе» «Сокровища нации», детская и молодежная школа лидерства, совместно с Союзом театральных деятелей Республики Татарстан, Всероссийский конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая, Всероссийский фестиваль детских школьных театров «Третий звонок». ФНК совместно с региональными автономиями проводит различные
различные конференции, фестивали и этнографические праздники и форумы. В мае 2012 года состоялась встреча президента Республики Татарстан с делегатами 7-й конференции Федеральной национальной культурной автономии татар. Итогом данной встречи был перечень поручений, где пунктом 9 предусматривалась организация грантовой поддержки наиболее успешных национально-культурных автономий татар в регионах Российской Федерации. На сегодняшний день прошло 10 конкурсов. По итогам конкурсных отборов более 200 проектов признаны победителями и, соответственно, получили финансовую поддержку на их реализацию. Поддержка Республики Татарстан стала стимулом для поиска дополнительных средств из региональных бюджетов субъектов Российской Федерации на развитие татарских национальных проектов. Федеральная автономия постоянно осуществляет направленную работу по привлечению грантовых средств, участвуя в федеральных и национальных конкурсах и программах. Благодаря этим проектам были разработаны и изданы учебно-методические пособия, книги, учебники для самостоятельного изучения татарского языка, и они все распространены в регионах России. Это аудиоальбом для детей младшего возраста «Куян Кучтенеч», учебный комплект для самостоятельного изучения татарского языка «Татар теле куналем теле», где материал учебника представлен на 3 языках — татарском, русском и английском. В 2010 году подготовлена уникальная аудиоколлекция с этнокультурным материалом «Халкым Мирасы», которая состоит из 10 аудиодисков на татарском языке, предназначенных для детей и молодежи. В 2017 году впервые издана энциклопедия этнокультурных проектов, где представлены как методические основы, так и реальные образцы проектов, успешно реализованных национально-культурными автономиями в регионах страны. А игровой комплект «Эбеем Экеатлере» «Бабушкины сказки» в формате кукольного театра быстро завоевал популярность в дошкольных учреждениях и начальных классах. Он включает в себя книгу сценариев на русском и татарском языках, сцену с декорациями, комплект кукол-участников. Комплект «Балаларга Кучтенеч», состоящий из книги с татарскими сказками и раскраски. Сказки представлены на 2 языках — татарском и русском, и сопровождаются увлекательными цветными иллюстрациями. В 2010 году издана информационно-справочная книга «Федеральная национально-культурная автономия татар. Движение во времени», в которой подробно описывается деятельность татарских автономий в регионах Российской Федерации. Настольная игра под названием «Сабантуй» — очередной новый уникальный проект федеральной автономии, предназначена для начальных классов. В 2019 и 2020 годах автономия выпустила 2 нотных сборника песен для детей и юношества. Первый выпуск «Туган Телде Жеребес» разбит по отдельным темам и дан с нотами. Данный сборник полезен работникам детских садов и начальных классов, а второй сборник татарских песен «Жанжиласи Жерларда» предназначен для детей старшего школьного возраста и как вспомогательное пособие работникам школ, клубных учреждений при проведении различных мероприятий. Учебный методический комплект «Татарская этника» в виде семейной настольной игры включает в себя 4 учебных и методических пособия. Он интересен как для детей, так и для старшего возраста. В 2022 году Федеральной национально-культурной автономией татар разработаны и изданы раскраска для детей младшего возраста «Милли Визек», набор открыток для творчества «Бехатлебу», комплект трафаретов «Этностиль своими руками». Федеральная национально-культурная автономия татар на протяжении 25 лет, являясь одной из крупнейших в России, последовательно выполняет объединительную функцию, реализуя задачи сохранения и укрепления мира и согласия между народами России.